Эфир нашего телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко и коротко о главном к этому часу. Аял Лазарев получил олимпийскую лицензию и выступит на играх в Токио. До 4 миллионов домовладений смогут бесплатно подключить к газу по новым правилам в рамках бесплатной газификации. Внедрение энергии из ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми. В столице создадут новый научный центр. В Татинском районе продолжается лесной пожар площадью 48 тысяч гектаров. Интенсивность пожара сильная. На тушении задействованы 130 человек и 22 единицы техники. Для локализации огня на южной и западной кромке пожара проложены минерализованные полосы. Также проводится встречный отжиг. В настоящее время идет мобилизация местного населения и необходимой техники на тушение пожара. Сообщается, что огнем повреждено и частично повреждено 15 опор линий электропередач. Без электроэнергии остается поселок Мегина Алдан Тампонского района. Второй компонент вакцины от коронавируса. Всего с начала пандемии получили 176 293 жителя республики, сообщает региональный оперштаб. Среди них 40 120 человек старше 60 лет. Также первый компонент прививки получили 215 837 человек, в том числе 46 702 жителя старше 60. На данный момент использовано чуть больше 80% от общего объема вакцины, поступившей в нашу республику. Тем временем массовая вакцинация в Северо-Восточном федеральном университете идет уже почти полгода. Как сообщил ректор вуза Анатолий Николаев, всего первый компонент получили 1545 сотрудников и 4379 студентов, а второй 1369 сотрудников и 4108 студентов. Вакцинация идет по графику, сказал Анатолий Николаев, отметив, что студентам, получившим вакцину от коронавирусной инфекции, университет направит материальную помощь в размере 3000 рублей как меру поддержки. Зачисление денежных средств на счета студентов начнется уже в этом месяце. Также особое внимание уделяется сотрудникам старше 65. Их вакцинация для нас приоритетная, потому что старшее поколение наиболее уязвимо перед этой коварной болезнью, отметил ректор. 150 дворов будет благоустроено в столице региона в течение 5 лет. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе объезда городского округа город Якутск. Он ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах города и пригородов, а также осмотрел придомовые территории, на которых в данное время ведется благоустройство. Кроме этого, руководитель региона посетил территорию коррекционной школы номер 34, где встретился с учителями и родителями. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. В Якутске полным ходом идут дорожные работы. Поставлены очень высокие цели. В этом году планируется отремонтировать около 50 километров дорог. Сегодня глава Якутии посетил некоторые ремонтируемые объекты, в том числе в селе Пригородное и селе Хатасы. Он отметил, что на данный момент все работы ведутся согласно графику. Это касается и ремонта на улице Халтурина на отрезке дороги от улицы Кальвица до Лермонтова. В данное время производим строительство новых тротуаров на всем протяжении участка по двум сторонам. Также водоотводные лотки, устройство их, то есть подготовка щебеночного основания и непосредственно укладка. В ближайшее время планируем уже приступить к асфальтированию тротуаров. Работы начались производить 27 мая, а заканчиваем примерно в конце сентября. Также глава региона посетил несколько домов, в которых ведется благоустройство придомовых территорий. По словам Айсена Николаева, сегодня необходимо менять подход к благоустройству дворов. Теперь это нужно делать комплексно, чтобы не оставалось белых пятен. Подходы благоустройства дворовых территорий, да, нам поставлена задача, чтобы мы смотрели более комплексно, чтобы, значит, от границ дороги до границ следующего дома максимально охватить всю площадь, чтобы не оставалось там серых зон каких-то. Вне зависимости, значит, это будет разграниченная территория, неразграниченная. Родители учащихся 34-й школы попросили Айсена Николаева обратить внимание на их проблему. На месте старой специальной общеобразовательной школы-интерната планировалось построить 2 школы, одна из которых рассчитана на 2000 учеников. Глава республики предложил другой вариант. Предложил, чтобы здесь у нас появился в целом центр адаптивного воспитания, где будет и большая школа,
для учащихся детей с ограниченными возможностями. Будет также детский сад для таких же детей и будет интернат. И это все надо сделать на красивом, современном уровне. Уверен, что республика такой проект вместе с городом реализует в ближайшие годы. Ну и, конечно, я поручил в ближайшие годы, пока идет строительство, чтобы дети были тоже в соответствующих условиях у нас размещены. Ну а на самом деле сегодня вот мы здесь присутствуем тоже при историческом событии. Сегодня последняя деревянная школа в городе Якутске, которая вообще существует, вот она как раз уже сносится. Это тоже очень важное событие. В ближайшие 5 лет планируется создание 16 тысяч новых учебных мест как в самом Якутске, так и в его пригородах. Кроме этого, в течение этой пятилетки должно быть благоустроено 150 дворов в столице Якутии. При воплощении всех планов в будущем Якутск ждет полное преображение. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. До 4 миллионов домовладений смогут бесплатно подключить к газу по новым правилам. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что председателем правительства уже подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом. За подключение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. Бесплатно газ он обязан подвести от магистрального трубопровода до забора частной территории. Жителям надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри своего участка, а также приобрести необходимое оборудование. На все работы по газификации частных домов будет заключаться один типовой договор, который сейчас разрабатывается в правительстве. В нем пропишут план работы, все, что связано с обустройством участка. Это позволит избежать необоснованного завышения цен на газификацию частных домовладений. В Якутске планируют создать научно-образовательный центр «Север». Он объединит исследовательские и образовательные ресурсы Якутского образовательного центра, научных институтов, Академии наук Якутии и Северо-Восточного федерального университета. Одно из основных направлений деятельности нового центра – внедрение энергии из ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми. Переход на возобновляемые источники энергии сделает электроэнергию более доступной и решит проблему с загрязнением окружающей среды. Все подробности у Марианны Борисовой. Это одна из ветровых электростанций в Миннесоте, самом северном штате США. Холода тут могут опускаться до минус 30 градусов. Такое поле из ветряков полностью обеспечивает небольшое поселение в несколько тысяч человек. И суровые условия не помеха для работы установок. Эксперты все активнее советуют применять подобные технологии и на русском севере. Причем такие эксперименты уже проводятся даже в Якутии. Несмотря на то, что холодная погода, значит, ветра вблизи Северного Ледовитого океана у нас значительно сильные. И, собственно, как раз это условие подходит для применения ветроэнергетики. Неспроста у нас сейчас и на Кольском полуострове, и вот в Якутии, рядом с Тикси, созданы, значит, ветровые электростанции. Возобновляемые источники энергии – это прекрасное дополнение к традиционным энергоносителям. Их появление в арктических зонах снизит зависимость местных жителей от поставок дизельного топлива. В удаленных зонах, на изолированных территориях в особенности, действительно можно снижать потребление дизельного топлива и обеспечивать с помощью возобновляемых источников энергии, с помощью систем накопления энергии более надежное круглосуточное энергоснабжение потребителей. Помимо ветряков существует и ряд других таких же перспективных возобновляемых источников энергии для северных территорий. Например, солнечные батареи. В Якутии уже существует одна подобная электростанция в Батагае. Причем за полярным кругом таких пока больше нет. Например, солнечная энергетика, которая для ряда районов Якутии очень перспективна ввиду большого количества солнечных дней в году. Ветровая энергия, энергия приливов, и других, скажем так, энергетик моря, мини-гидрогазы, гидраты. Здесь большой перечень. Также стоит отметить, что использование возобновляемых источников энергии не только поможет сделать электроэнергию намного доступнее, но и хорошо повлияет на окружающую среду, так как при использовании ветряков или энергии солнца уровень загрязнения значительно уменьшится. Марианна Борисова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Аял Лазарев получил олимпийскую лицензию и выступит на играх в Токио. В адрес Олимпийского комитета Кыргызстана поступило официальное письмо от Объединенного мира борьбы, в котором воспитанник Якутской школы борьбы получил приглашение на участие в играх в Токио в весовой категории до 125 килограммов. Напомним, в пробах его соперника по полуфиналу в олимпийском квалификационном турнире из Индии Малика Сумита нашли допинг, и борец был дисквалифицирован.
Учрежден Всемирный день масс-рестлинга. Появлению такого знаменательного дня послужил выход этого вида спорта на широкую международную арену и его возрастающая популярность на всех континентах. Тысячи спортсменов увлечены перетягиванием палки. Всего же в Международную федерацию входят более 50 стран, и День масс-рестлинга объединяет каждую из них. В данное время объявлен конкурс на разработку эмблемы Всемирного дня масс-рестлинга и на создание гимна Международной федерации масс-рестлинга. При создании эмблемы организаторы рекомендуют использовать простую палитру цветов и делать акцент на художественный замысел. Тексты гимна принимают на 3 языках – якутском, русском и английском. Более подробно с условиями участия и положениями конкурсов можно ознакомиться на сайте Международной федерации масс-рестлинга. Работы принимают до 28 февраля следующего года. Просьба подключиться и обязательно, потому что это впервые, да, и эмблему, и гимн, и масс-рестлинг объединяет. Он должен быть объединяющим за дружбу народов всей планеты, за мир на земле. Вот. И наш лозунг от национальных видов спорта к олимпийским видам спорта. Тем временем в столичном зоопарке, где воздух прогрелся до плюс 33 градусов, нашли способ спасти от жары животных. В якутском зоопарке Уртодайду ежедневно в жаркие дни проводят водные процедуры. Кроме этого, в рацион включаются сочные корма, овощи, замороженные фрукты и ягоды, а также трава и веники. В зной животные уходят в укрытие и становятся более активными в ночное время, когда температура воздуха опускается до плюс 15, плюс 16. Об этом сообщают сотрудники зоопарка в Инстаграм. Медведи получают вкусное и холодное лакомство, мороженое из рыбы и овощей. Мороженое для медведей готовят специально. В порционный брикет закладывают рыбу, овощи или фрукты, которые затем заливают водой и замораживают. Если июнь в республике был самым жарким с конца 19 века, то и первые дни июля осталось одно требование к кандидату. Это, конечно же, наличие кондиционера. Информация о развитии событий расскажем в следующих выпусках. До встречи в эфире.